Ну что, вы готовы встретить первого человека, который выйдет на эту сцену? Один из отцов-основателей, так сказать. Встречайте бурными аплодисментами Денис Антипин! Привет. Спасибо. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Как можно оценивать свою внешность, если бомж обращается к тебе, братишка? Я недавно шел по городу, и ко мне просто подошел бомж и сказал: братишка, есть сигаретка? Да, и мне стало так приятно, знаете. На секунду приятно, что я нашел хоть одного родного человека, да, и потом обидно. Просто это не тот человек, от которого я хотел услышать братишка. Я объясню. Я из Кангалас, и у нас с пацанами было единственное развлечение — это алкаш на районе, да, я его так называю. То есть у нас был алкаш на районе такого бомжеватого вида, и мы просто прикалывались над ним, да, мы его обзывали и убегали от него. Это было наше развлечение, это мое детство, ребят. И знаете, мы постоянно так делали, и это было до того момента, пока мать мне не сказала, что это мой родственник. И его зовут Габыш, оказывается, да? И это так, знаете, просто вдруг вы встретите. Просто я в тот момент поменял все свое мировоззрение, все отношение к бомжам. И в следующий раз, когда мы с пацанами бежали от этого бомжа, знаете, я старался немножко помедленнее бежать, стараться кинуть ему полтинник, знаешь, типа: привет от мамы, Габыш, типа, я все знаю, роднуля моя. Я очень люблю путешествовать. Прошлый год для меня был максимально в этом плане хорош. Я объездил всю Якутию, побывал в Казахстане, в Кыргызстане, я съездил в Китай, Таиланд, пожил немножко в Малайзии. Но больше всего мне понравился Покровск, да? Ребят, здесь есть люди из Покровска просто, честно? Поаплодируйте, кто из Покровска. Слава богу, вас мало, поэтому сейчас будут шутки про Покровск, да? Просто дело в том, что я был там проездом, у меня была подруга за рулем, которая жила в Покровске. И я спросил ее: слушай, я сильно хочу в туалет, где у вас в Покровске есть нормальный туалет? Она мне сказала, что единственный нормальный туалет в городе Покровске только в администрации города Покровска. Я подумал: ну ничего, поехали туда, мы поехали туда, я поднялся на 3-й этаж. Если вы из Покровска, вы знаете, что на 3-м этаже находится мужской туалет в администрации. И вот я зашел туда, я обнаружил ужасную вещь, я понял, что абсолютно нет туалетной бумаги. Вместо туалетной бумаги ксерокопии паспортов жителей города Покровска. Вы понимаете, что администрации максимально срать на население, да? Причем во всех смыслах. И мне, знаете, как было неловко, потому что я взял одну ксерокопию, там был Максим Сергеевич, я никогда его не забуду. Да, и этот человек просто на фотографии, которую я видел, да, вы сами понимаете, что ксерокопия паспортов — это самое ужасное. Вообще фотка в паспорте не очень, да, а тут ксерокопия. И после того, что с ней стало, это просто жуть, да, и суть не в этом, просто я смотрел на эту фотографию, этот человек стал для меня как родной, да, и он видел больше, чем я даже в этой жизни, да, и самое страшное, я боюсь встретить этого человека в жизни, да. Я не знаю, что ему сказать, типа: братишка, да, и как ты там? Как в Покровске, да? Раскрою тебе одну тайну, не ходи в администрацию, да, и... В Питере я обнаружил шаурму с крабом. Понимаете, шаурма с крабом. То есть для меня это был просто культурный шок, потому что, ну как так-то? Просто как должен был провиниться краб, чтобы попасть в шаурму, да? Я просто вижу эту семью крабов, которая сидит и говорит своему младшему: слушай, будешь себя плохо вести, да, то попадешь в шаурму, да? Это вот как у нас в детстве было. Будешь плохо учиться, станешь дворником. И вот мне очень просто забавная ситуация. Представьте, собирается просто 2 семьи крабов, такие обсуждают что-то. Да вот наш Себастьян в мультике снялся. Да, а ваш как? Да наш так, в чипсах, да, в шавухе. Ну, просто я считаю это нелепым, да. И в Питере произошел еще один замечательный случай. Того, что не произойдет в Якутске никогда, да. Я стоял просто на улице, и ко мне подошел педик. Не спрашивайте, как я это понял, да. Ко мне подошел педик, я ему сказал: слышь, ты, педик, отошел от меня. Знаете, а он мне ответил: знаешь, за это можно и получить. В принципе, за это он и получил, да. И тут как бы не подумайте, что я агрессивный человек, просто я люблю бить тех, кто слабее меня. Навряд ли, если бы ко мне подошел накачанный педик, я бы ответил так же. Возможно, бы у нас даже что-нибудь бы и получилось. Возможно, бы я понял, что это мое. Я заметил, что современное поколение очень сильно зависит от смайликов. Если ты не поставил в конце смайлик какой-то, то значит ты обиделся на человека, да? Появляются какие-то вопросы, подозрения, знаете, типа что-то произошло, что-то не так, надо что-то делать. Особенно если тебе пишет девушка, то это вообще проблема, да? И я просто что хочу сказать. Я недавно научил бабушку
пользоваться смс-сообщениями, да, и вот она всегда ставит точки. Абсолютно всегда, да. Мне кажется, она меня терпеть не может, да. Я всегда паникую, честно, я очень зависим от этого, я прям переживаю просто вот эти точки, она... И причем она даже когда спрашивает меня что-то, Денис, как дела, и точка, да, это утверждение, понял? Денис, как дела, тварь? То есть я после каждой точки я прям слышу вот это ненависть, да, приедешь, убью, ага. Просто не буду тебя кормить. И я на самом деле, я безумно люблю свою бабушку, но я ненавижу других старых людей, да, я ненавижу старых бабок, которые вечно говорят, что раньше было лучше. Да, раньше было лучше. Вот скажите мне, что раньше было лучше? Ты, старая бабка, раньше была лучше. Все, да? Знаете, кто-нибудь был в ремиксе? Я заметил, что ты сначала прям стеснительно это сделала. Вдруг никто не поддержит, вдруг я одна здесь такая, да? Нет, вас много, да? Поаплодируйте еще раз, кто был в ремиксе? Все хорошо, видишь, как ты увереннее стала это делать, да? Чувствуешь? Ты еще пойдешь в ремикс? Нет? Что-то с тобой случилось, значит. Этот смех связан как-то с твоим походом в ремикс, нет? Вы не видите просто, что вижу я, ребят, да? Спасибо. Да. Так вот, ребят, знаете, я был в ремиксе, и как бы суть не в самом ремиксе. Просто когда я подъезжал, сразу объясню, когда я подъезжал на такси в ремикс, такси сразу мне сказал удачи, да, я уже понял, подвох в чем-то есть, да. Изначально думал, что ремикс для меня всегда был алкогольным маркетом. Когда я приехал в ремикс, я понял, что это одно и то же, да, и очень много синих людей. И я зашел в туалет ремикса, и знаете, что я там обнаружил? Я обнаружил монетку в унитазе. Я знаю, что есть такая традиция, когда тебе где-то понравилось, обязательно кинуть монетку, да? Это насколько у тебя конченая жизнь, что тебе понравился туалет клуба «Ремикс». Просто что происходит не так? Типа, господи, это лучшее, что я видел. И бросил туда, да? А кто считает себя прям крутым пацаном? Прям мужик? Вот есть такие? Прям мужик, самец. Есть такие? Нет, здесь-то понятно, там все понятно. Там все классно. Здесь есть кто-нибудь? Вот ты, допустим, да? Вот смотри, вот ты представь, ты считаешь себя прям мужик, прям самец. Давай сейчас я проверю это, короче, смотри. Представь. Ты готов? Представь, что у тебя в руке член. Представил? Такой жилистый, такой большой жилистый член. Ты представил? Представь, просто представь. Представил? Вот, а нормальный мужик бы такую херню даже не представлял. То есть. И просто знаешь, как обидно, да, то, что, возможно, мы сейчас все закончим, с вами уйдем отсюда, а человек потом всю жизнь будет жить с этой мыслью, да? У меня в руках чей-то жилистый член. Или, возможно, ты мне спасибо потом скажешь, знаешь, пройдет время, ты такой, типа, мы с тобой лет через 2 встретимся, и ты такой, слушай, вот тот вечер изменил во мне все. Я думал, чего не держала моя рука, а я нашел этот жилистый член, да, и спасибо, и тут просто своим парнем, и ушли вдаль, просто мало ли. Нет, просто нет. Спасибо тебе большое за то, что поучаствовал во всем этом. Недавно целуюсь с девушкой, ребята, реально, я тебе честно, у меня бывает такое, я целуюсь с девушкой. И, знаете, мы были у нее на квартире, и она такая в один момент, хорошенького помаленьку. Я вот просто не понял, что значит хорошенького помаленьку, да, и она даже сосется плохо, да. Я такой, для меня хорошенького было другое продолжение. Она хорошенького помаленьку. Но суть не в этом, просто во время поцелуя я подумал, надо бы открыть глаза. Да, вот кто целуется с открытыми глазами? Есть такие люди? Вы просто изверги, честно. Просто я решил открыть глаза, и знаете, что я увидел? У нее были открыты глаза тоже. Это было самое нелепое дерьмо в моей жизни, да? Я просто видел, как какое-то животное ест меня, да? У нее был такой пустой взгляд. И знаете, мне потом стало так неудобно, я просто подумал, почему она открыла глаза? Возможно, она сидела такая целуется со мной, думает, хоть бы это какой-то любимый мой актер из какого-то сериала, да? Открывает глаза, а потом я, и она такая, хорошенького помаленьку, да? Замечательно. Кто знает группу «Каспийский груз»? «Каспийский груз». Да я знаю, я тебя мог и не спрашивать, ты в ремиксе гуляешь постоянно, да? Ты 3 раза там была? А что 3 сказал? Ты сама себя споешь. Я 1 раз там была, да? То есть 1 помню из 3, типа, да? Потому что там люди такие, да?
Причем я заметил, что твоя подруга медленно отсаживается от тебя, да? Это, мне кажется, как-то связано, да? И такая, типа, ну ее нафиг, да? Я не знала всей этой информации, ремикс, да? Каспийский груз, что еще будет? Что дальше, да? Так вот, ребят, группа «Каспийский груз». Это, я честно, я сейчас расскажу историю. Я был в одном месте, в кальянной сидел, и там отдыхали парни с девушками. И один был такой лысый, прям бандит, прям бандюган. Ну вот я не могу объяснить, просто бандюган такой. Сидит, я сижу тоже отдыхаю с ребятами, он ко мне подходит и говорит, слушай, я думаю, то, что ты сможешь договориться. Я такой, что такое? Поговори с диджеем, что он поставил «Каспийский груз». Я говорю, какую песню? Он говорит, не было и не надо. Я такой, ну, я сейчас спрошу, я спросил, не было такой песни. Я ему сказал, прости, пожалуйста. Он говорит, очень жалко, просто эта песня про мою жизнь. Я так хотел включить ее своей девушке. Я подумал, слушай, прикольный чувак. Я пришел домой, ознакомился с этой песней. И знаете, о чем там поется? Там поется, да есть такая строчка, я прям запомнил. У нас не было посиделок на даче, потому что не было дачи. Понимаете, там поется полностью про то, что у чувака нет ни хрена вообще. То есть у него ничего нет, и у него ничего не надо, да. И вот как он хотел впечатлять свою девушку, типа, да. И он сидит такой с друзьями, тихо-тихо, пацаны, это мой трек про мою жизнь, да. Слушай, родная, вот как ты, наверное, да, такой, слушай, вот слушай. И там поется про то, что у меня ни черта нет, да. Всегда перед тем, как выступать, я рассказываю свой материал отцу. Абсолютно всегда. Этот был не исключение. В этот раз я подошел к отцу и сказал, слушай, как тебе, да? Отец на меня посмотрел и сказал, слушай, сынок, мне кажется, это не твое. Я не растерялся, позвал младшую сестру и говорю, смотри, батя, мне кажется, это не твое. Большое спасибо.